Мода на все крымско-татарское. Машины с голубыми флажками с тамгой, одежда с национальной символикой, домашние интерьеры в крымско-татарском стиле. Конечно, эта мода не могла пройти мимо самого важного события в жизни каждого крымского татарина. Бракосочетание в национальном стиле – это тренд нынешнего свадебного сезона в Крыму. Усеин и Сафиназ пересматривают первые фото со своей свадьбы. Молодожены поженились в начале июня. Свою свадьбу пара решила провести с этническим колоритом. Мы готовились, мы подбирали костюмы, очень хотелось, и мы обрадовали своих родителей своими нарядами. Была крымско-татарская символика, флаги, все это присутствовало. Мы лишний раз пытались везде подчеркнуть и в кортеже, и на мероприятии, и на никях, что мы крымские татары. В день свадьбы Усеин и Сафиназ были одеты в крымско-татарские национальные костюмы. На женихе был вышитый жакет и национальный головной убор колпак. Красавица Сафиназ украсила себя, одевшись в расшитое платье с традиционным поясом и, конечно, фес. Да и цвет костюмов, которые Усеин и Сафиназ выбрали для своего торжества, ни с чем не перепутаешь. Ярко-голубой – знамя своего народа. Мы вдвоем захотели как-то подчеркнуть, что это именно крымско-татарская свадьба, что мы крымские татары. И хотелось как-то это не так, что частичку внести, когда мы отдельно там с какой-то частью гостей, а хотели именно на самой свадьбе, на самом вечернем торжестве показать, что мы в традиционных костюмах. Мне посоветовали взять костюм у Майре Ханум Люмановой. Я с ней связалась, поехала к ней, и среди огромного количества нарядов мне сразу этот наряд запал в душу. Во-первых, свадьба у нас была в этом цвете, во-вторых, этот наряд значительно отличался своим богатством, качеством. Автор костюма – известный крымско-татарский дизайнер Майра Люманова. В ее нарядах вступили в брак не один десяток крымско-татарских пар. В коллекции дизайнера платья и жакеты разных цветов. На каждом костюме оригинальная вышивка, ведь каждый крымско-татарский орнамент имеет определенное значение. Ткань называется чесуча. Вот, она как бы с такими протяжками, очень интересная фактура у нее. Здесь в основном бадем, ну и по как бы вот этой вот волнистой линии борта я украсила именно игру бадемов. Вот они там маленькие, большие, вот, то есть они здесь больше как бы растительные, какие-то извилистые именно вот веточки. То есть, ну, как бы это в основном вот девушка, там, замужняя уже, здесь уже с сердцевинкой, вот она уже половинку нашла. То есть, как бы вот такой посыл. Усеин и Сафиназ провели в национальных нарядах весь свадебный день, от никяха до выездной регистрации брака и вечера в ресторане. На такой шаг готовы пойти не все женихи и невесты. Большинство крымско-татарских пар надевает национальные костюмы на обряд бракосочетания в мечети никях, а к вечеру переодеваются в привычные европейские белые платья и строгие костюмы. Крымско-татарское свадебное платье – наряд для торжественного случая. Как правило, его берут на прокат, ведь после свадьбы его вряд ли можно надеть еще раз. Слишком уж особенно это платье. Поэтому многие наши невесты в своем свадебном наряде используют только национальные элементы – жакет, фес и пояс, который можно будет надеть не раз и после свадьбы. Иногда бывают невесты хотят, чтобы после свадьбы тоже это одевать, да? Допустим, чтобы у них осталось, чтобы убить, как говорится, по-простому говоря, двух зайцев. Да? И на свадьбу одеть, и после свадьбы тоже можно это применять там, на какие-то вечерние, какие-то вечеринки, там, я не знаю, какие-то мероприятия, потому что это в основном люди, которые наиболее, что ли, себя чувствуют, ну, как бы хотят выразить свою вот эту вот идентификацию, именно говорят, что я крымский татарин. Вместе с модой на национальные наряды набирает популярность и старинные свадебные обычаи. Все чаще перед свадьбой подружка невесты собирается на крымско-татарский девичник – хна гечесы.
Девушки поют, танцуют. И, конечно же, кульминацией вечера является нанесение хны на руки девушки. Считается, что пока хна держится на руках девушки, то она является членом своей семьи, в которой она родилась, а когда хна уже стерлась, она является членом новой семьи. То есть это очень символично и красиво. Девушки приходят в национальных нарядах. Если невеста полностью в национальном, то ее подруги бывают с элементами, то есть это может быть фес, фушах. По мнению психолога Сейдамета Мустафаева, мода на национальный костюм вполне обоснована. С одной стороны, это склонность к массовости. У крымских татар действительно очень сильно испытывается, всеми представителями, испытывается очень большая потребность в этноцентризме. Народ наш достаточно малочисленен, но он наконец-то вернулся на родину, он действительно возрождается, поэтому это стремление собраться, оно во многом будет обуславливать моду на любые традиционные крымско-татарские вещи. Потом, собственно, мода любая порождает престиж. Это всегда попытка быть впереди, быть первым, показать свою уникальность. Поэтому крымско-татарские свадебные наряды, они действительно очень красивые. Тут очень большая эстетика, действительно очень на это приятно смотреть. Это тоже во многом для любой молодой девушки будет очень значимым фактором. Хоть традиции и передаются из поколения в поколение, все же некоторые из них со временем устаревают и забываются. Современная крымско-татарская свадьба отличается от обряда, который проводили наши предки. Например, все чаще молодожены играют общую свадьбу, постепенно отказываясь от традиции проводить два торжества на стороне жениха и невесты. Но некоторые обычаи сохранились и до наших времен. Мода – понятие непостоянное и стихийное. Остается надеяться, что популярность крымско-татарских свадебных костюмов и мода на проведение старинных обрядов не пройдет с годами, а укоренится в современной традиции проведения свадеб.